ходе рабочей поездки президент Аслан Бжани посетил храм святого Николая Чудотворца в Гулрыбском районе, который был построен в 2014 году. При храме действует православный паломнический центр Елисафета. Настоятельница монастыря Елизавета рассказала главе государства о истории и работе храма. В этом храме у нас служится служба ежедневно ночнее. Есть такой чин службы обедница, когда без присутствия священника. Вот, ежедневно здесь ночью стоят сестрички и молятся, чтобы на земле был мир, не было войны, чтобы люди жили в благочестии, чистоте, вот, любя друг друга. В ходе встречи президенту подарили икону святого Александра Невского. Также главе государства показали художественный салон. Все работы выполнены служащими храма. Далее Аслан Бжани посетил спортивный комплекс «Агудзера». В 2014 году в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии в здании был произведен капитальный ремонт. В 2019 году часть здания была передана в аренду российскому футбольному клубу «Девятка». И арендная плата идет в бюджет района. В спорткомплексе есть все условия для тренировок по волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, боксу и карате. Как сообщила руководитель футбольного клуба «Девятка» Юлия Котовщикова, благоустройство спорткомплекса проходит планомерно. В прошлом году поменяли напольное покрытие в спортзале, закупили тренажеры. В спорткомплексе «Агудзера» на сборы приезжают разные спортивные команды из России. Здесь также тренируются и местные ребята. Тренеры клуба рассказали о успехах юных абхазских спортсменов. Есть несколько мальчишек очень хорошего уровня. Мы их вывозили зимой на турнир в Тамбов. И немножко они потерялись, потому что такого уровня соревнований они не участвовали. Но показали технику по последним играм. А как фамилия этих ребят? Мичба Никита, Амичба Никита, Арзик, Гвинджа, Дука у нас ездил. И четвертый Жуков Максим. Жуков Шоня, местный, Максим. Наш местный Жуков, да? Мама Люба Жукова, а он Шоня Максим. Глава государства выразил удовлетворение увиденным и отметил важность физического воспитания подрастающего поколения. Алика Трапш, Тимур Гулгохия, Абхазское телевидение.